Вы смотрите информационную программу «События недели». С вами Алина Хасцаева. Здравствуйте. О самом главном расскажем прямо сейчас. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выступил с заявлением о вхождении в состав России. Из-за переувлажнения почвы несколько участков дороги Владикавказ-Моздок пришли в негодность. Аграрии республики приступили к весенне-полевым работам. Ансамбли «Алан» и «Донбасс» выступили на одной сцене. Вхождение в состав России – стратегическая задача Южной Осетии. С таким заявлением на этой неделе Анатолий Бибилов обратился к согражданам. Президент подчеркнул, что в ближайшее время республика предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. Эту цель наш народ обозначал неоднократно. У нас была возможность воплотить нашу вековую мечту в жизнь в 2014 году, когда в родную гавань возвратился Крым. Мы свою возможность тогда упустили, но больше такого допустить не можем. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины – России. Анатолий Бибилов также заявил, что в случае вхождения в состав России Южная Осетия может объединиться с Северной. Глава республики Сергей Миняйло поддержал заявление. В комментарии в своем телеграм-канале он отметил, что осетины никогда не теряли связи друг с другом, оставаясь единым народом. В различные исторические периоды политиками принимались решения, которые так или иначе меняли контуры административных или государственных границ. Но это никогда не влияло на желание осетин быть единым целым, единой семьей. Собственно, мы так и живем. Работаем во Владикавказе, а дом в Цхинвале. На выходные туда или наоборот. Там на юге могилы наших предков, наши архитектурные и культурные памятники, фамильные башни. Мы единый народ и никогда не были разделены духовно и ментально, отметил Сергей Миняйло. Льготное лекарственное обеспечение в Северной Осетии осуществляется в плановом порядке. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Сослан Тебиев. Закуплен также необходимый объем инсулина и средств контроля сахара для детей, страдающих диабетом. В полном объеме закупаются и расходные материалы к инсулиновым помпам как для детей, так и для взрослых. Закуплен необходимый объем препаратов бесплатных по рецептам, которые выдаются в поликлиниках. С этим сейчас проблем у нас нет. В течение данного квартала уже обеспечено 36 тысяч рецептов, и сложностей мы пока не видим ни по закупкам, ни по поставкам препаратов. Особое внимание госпитальному сектору. Те препараты, которые приобретаются для лечения пациентов в стационарах, соответственно, с этим тоже никаких сложностей нет. Полностью пациенты и больницы обеспечены всеми необходимыми препаратами. Кроме того, в ближайшее время в отдаленных населенных пунктах Северной Осетии, где нет аптек, появятся пункты продажи медикаментов. Обеспечивать жителей лекарствами будут с помощью киосков, доставки и дистанционной продажи. С крупными аптечными сетями мы уже проговорили. По предварительной информации они готовы оказать содействие, открыть данные киоски с минимальным набором лекарственных препаратов, которые требуются. Это в ближайшее время уже будет реализовано. Мы ждем информацию от сети, потому что они готовы открыть. И также мы прорабатываем вопрос, уже отлицензировали все наши ФАПы, врачебные амбулатории, все получили лицензию на фармдеятельность, и в ближайшее время также планируем открыть на их базах отпуск данных лекарственных средств. Из-за переувлажнения почвы несколько участков дороги Владикавказ-Моздок пришли в негодность. Как пояснили в Комитете по транспорту и дорожной инфраструктуре республики, влага, которая скопилась за зиму, подмыла неустойчивые глинистые склоны. Массив поплыл и повредил дорогу. На одном из участков, а именно на 8-м километре трассы, был пробит подземный водовод. Прямо в колодцах была пробита труба. И вода вся ушла под дорогу, где также произошел большой разрыв дороги. Хотел бы попросить понять, что происходит. Мы живем в горных условиях. Мы знаем немало примеров, когда в горах сходят лавины, когда происходят вдруг выбросы совершенно каких-то неожиданно откуда взявшихся стремительных потоков. Вот примерно то же самое сейчас произошло на трассе Владикавказ-Моздок. И я хотел бы, чтобы вы не искали виноватых, чтобы вы понимали, что дорожники делали
и сделали то, что им было положено. Последствия на участках, где произошло повреждение, устранит генеральный подрядчик. Кроме того, комитет пригласил проектную организацию из Краснодара, которая поможет найти новые методы защиты трассы, в том числе от подвижки грунта. К работам приступят, когда склоны просохнут. Напомним, реконструкцию трассы Владикавказ-Моздок завершили в 2021 году. Были построены и новые мосты, были построены 12,5 километров водоотводных лотков. Были построены 3 подпорные стены общей протяженностью 125 метров. Это, в общем-то, защитило трассу. Были предусмотрены меры защиты, но эта зима показала, что обустраивать эту дорогу необходимо. Необходимо строить новые подпорные стены. Аграрии Северной Осетии приступили к посевной кампании. Весенние полевые работы начали и в самом отдаленном Моздокском районе. В хозяйствах засевают пшеницу, кукурузу, лен, рапс и не только. С какими сложностями сталкиваются сегодня сельхозтоваропроизводители района, расскажем в следующем материале. Тандем отечественной и зарубежной сельхозтехники. В поле российский трактор и немецкая сеялка. Как результат – высокая производительность. Процесс почти полностью автоматизирован. За день удается засеять больше 100 гектаров земли, тогда как раньше удавалось охватить лишь 15. Техника наша питерская, К-744 нового образца. Их только с сентября месяца начали поставлять на рынок. И тягаю сеялку Амазона Супер 12. Производительность высокая. Экономия по времени, по топливу. У сельхозпредприятия «Заря» больше 3000 гектаров. На территории засевают овес, пшеницу, ячмень, лен, кукурузу и рапс. Сейчас приступили к посеву льна и кукурузы. Семена закупают заблаговременно, осенью. Поэтому сейчас нехватки сырья в условиях санкций не ощущают. Мы посеяли уже овес, посеяли ячмень яровой. И вот сейчас сеем лен. Лен будет 550 гектаров у нас. И потом еще у нас остается посеять кукурузу. 240 гектаров. Закупили и необходимое количество удобрений – около 600 тонн. Засеянные площади еще предстоит повторно подкормить, говорят аграрии. Прошлый год выдался урожайным для льна – 18 центнеров с гектара. Реализуют его не только в республике, но и за ее пределами. Отечественный сорт льна в нимк засевают в хозяйстве Кизляра. Пшеница, по словам специалистов, сейчас менее востребована. Поэтому решили перейти на технические культуры – лен и рапс. В поле работают 2 белоруса. Одновременно с посевом почву удобряют. Чтобы обеспечить урожайность, установили и систему полива. Этот поливальный агрегат в хозяйстве начали использовать в прошлом сезоне. Благодаря оборудованию почва получает необходимое количество воды, что очень важно, так как климат в районе засушливый. Один такой агрегат может обеспечить влагой более 400 гектаров земли. Сложности в этом сезоне весенне-полевых работ в хозяйстве возникли с зарубежными гербицидами. Цены выросли, но аграрии находят выход – отечественные аналоги. Помимо льна мы пшеницей занимаемся. Пшеница, рапс, лен. В прошлом году на половине этого поля был горох, сейчас под ней пшеница, а полностью остальная площадь под льном здесь. Засевается одновременно и удобряется. Пока работает 2 единицы посевной техники. Обработку мы уже закончили. Ранневесеннюю, благо дни были хорошие. Успели все обработать вовремя и сев, думаю, произведем хорошие агрономические сроки. Всего в Моздокском районе под весенний сев отведено 25 тысяч гектаров. К работам в хозяйствах приступили в начале недели. Техникой, семенами и удобрениями обеспечены все. Засевают лишь высокоурожайные или элитные семена. Семена закупаем в Краснодарском крае и Ставропольском крае. Импортные семена у нас это только кукуруза и рапс. На сегодняшний день вот эти договорные обязательства, которые были, даже зарубежными партнерами, это обязательства выполняются, несмотря ни на что вот эти санкции и все остальные вопросы. Семена уже начали поступать в наш район, так что мы идем в общем графике. Те культуры, которые мы сеяли, это значит подсолнечник, горох,
ячмень, овес. Теперь, значит, на сегодняшний день, вот что немножко мы внесли, в этом году решили попробовать ярую пшеницу. В течение 20 дней посевные работы в районе планируют завершить. Всего в республике под яровой сев больше 143 тысяч гектаров. Из них большая часть – это кукуруза, а также картофель и масличные культуры. Алина Хастяева, Александр Суанов, 15-й регион. Республиканский центр туризма организовал для беженцев из Донбасса мастер-классы. Дети, которые находятся в санатории «Юность», смогли попробовать себя в качестве спасателей. Помогали им в этом сотрудники МЧС. Ребята также научили азам техники рисования на камнях. Все детали у Давида Костанова. Мне понравилось, хочу еще. Уроки мужества и силы духа. В детском оздоровительном лагере «Юность» провели мастер-классы для детей-беженцев из Донбасса. Во дворе санатория были развернуты несколько площадок. Национальные игры, виды туристической подготовки, роспись на камнях, профессиональные навыки МЧС и многие другие. Организаторы мероприятия – Центр туризма Северной Осетии. Опыт работы с беженцами из Донбасса у нас давно, с 2015 года. Мы проводили экскурсии еще в 2015 году. Решили в этом году тоже воспользоваться, мастер-классы провести деткам. Особой популярностью у юных гостей республики пользовался спуск по зданию. Каждый ребенок хотел почувствовать себя спасателем и получить незабываемые впечатления. Сначала, когда я поднимался, было очень страшно. Но мне больше всего было страшно, когда я схватился за вон ту железную синюю штуку, и у меня нога соскользнула, и думал, что сейчас упаду. Также интерес у детей вызвал и мастер-класс по рисованию на камнях. Кто-то, вдохновленный наступлением весны, изображал деревья, а кто-то, впечатленный местной природой, Остинские горы. Особо трогательную картину нарисовала Варвара Ковалева. Девочка покинула родные места одна. Ее родители остались в Донбассе. Я нарисовала маме и папе в ясиноватую письмо, да. Потому что я люблю своих родителей. Как подчеркивают организаторы мастер-классов, подобные мероприятия очень важны, чтобы помочь детям отвлечься и хоть ненадолго забыть о событиях, которые они пережили. Мне понравилось, потому что понравилось детям. Я вижу, как им интересно, как они это все делают, строят палатки, прыгают. Мы очень рады, что мы попали именно сюда, именно к вам. Здесь очень хорошие, вежливые, добродушные люди, которые помогают, которые хорошо общаются с нами, относятся к нам хорошо. И это главное. Спасибо большое. Возможно, кто-то из этих детей, впечатлившись, станет художником, а кто-то спасателем. Возможно, кто-то захочет остаться и проводить экскурсии по Осетии. Но самое важное, что каждый ребенок получил свою порцию положительных эмоций и хорошего настроения. Давид Костанов, Казбек Танделов, 15-й регион. Ансамбли «Алан» и «Донбасс» выступили на одной сцене. Творческий коллектив приехал в Северную Осетию из Донецка в рамках акции «Мы Россия». Чем удивляли гостей, расскажет Елена Смирнова. Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» открыл масштабные гастроли донецких творческих коллективов в России. Особый зрительский интерес вызывают концерты дружбы, совместные выступления ансамбля «Донбасс» и ведущих профессиональных творческих коллективов страны. Во Владикавказе Донбасс выступил совместно с государственным академическим ансамблем танца «Алан». На сцене Североостинского государственного академического театра была представлена концертная программа, включающая лучшие номера двух ансамблей. Представим 4 номера. Это «Щимд», визитная карточка нашего ансамбля и всего остинского народа, я думаю. «Кайтар» – это хореографическая постановка про аланских воинов. Девичий лирический танец. И горский танец, где мы покажем наш темперамент, удаль мужского характерного танца. «Донбасс» был создан в 1937 году в Донецке композитором Зиновием Осиповичем Дунаевским. С тех пор ансамбль не прекращает своих выступлений. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Росконцерта ансамбль песни и танца «Донбасс» участвует в программе «Мы Россия». Запланировано порядка 35 концертов в разных регионах Российской Федерации. Программа включает номера из золотого фонда ансамбля. Это вокальные и танцевальные номера. Открывать мы будем донбасскими парнями, номером, который показывает особенности шахтерского труда через танец.
Обязательно один из знаковых номеров в этой программе – это «Молитва о Донбассе», которую будет исполнять заслуженная артистка Украины, солистка ансамбля Виктория Струкова. Дружба этих творческих коллективов длится уже не первый год. Несмотря на столь разный репертуар, оба ансамбля передают национальный колорит и культуру своих народов. Наша дружба с ансамблем «Алан» началась еще в 2018 году, когда нас пригласили на празднование десятилетия признания Российской Федерации Южной Осетии. Благодаря теплому приему каждой республики, каждого города мы воодушевлены, и поэтому репетиции проходят легко. Мы с надеждой, с каким-то ожиданием от зрителя, отдачей стараемся подготовить программу на высшем уровне и показать ее зрителю. Гастроли коллектива продлятся 2 месяца. В этом году Донбасс отметит свое 85-летие. В честь этого события осенью ансамбль проведет юбилейный гастрольный тур по городам России. Елена Смирнова, Михаил Безуглов, 15-й регион. Спортивная одежда с национальным колоритом. Молодой предприниматель Заур Токаев занимается производством необычной одежды. Над ее созданием трудятся и именитые художники Северной Осетии. Ассортимент продукции становится шире. С чего все начиналось и с какими трудностями приходится сталкиваться в сегодняшних реалиях, в следующем материале. Когда есть мужество у старших, чтобы гордо с честью жизнь пройти, достойным вырастает младший и не сбивается с пути. Сочетание современного стиля и национального колорита. Более 5 лет молодой предприниматель Заурбек Токаев создает спортивную одежду с осетинским акцентом. Основная идея Франка родилась и существует с 2017 года, по существу, если говорить. Опять же, я имею за спиной какой-то спортивный опыт, спортивный путь. Понимаю и знаю, что как важно для спортсмена, представляющего свой маленький народ, как важно для человека, который выступает от лица своей республики, региона, чувствовать всецело вот это ощущение своей национальной ментальной принадлежности. Ассортимент разнообразен. Здесь каждый найдет вещь по душе. На прилавках представлено все, начиная от базовых однотонных расцветок до необычных дизайнерских решений. Ряд линеек, которые представлены у нас в ассортименте, были созданы благодаря коллаборации Франка и художников североосетинских. Вот одной из линеек таких я могу выделить линейку Хаштон Балц. Художником является выдающийся человек, на мой взгляд, многоуважаемый старший, дай бог ему здоровья, это Слава Джанаев. Сзади надпись «На каумах анушон сарт, фалтаух саунен ратта танушон кат». Не нужна нам вечная жизнь, лучше пусть Бог дарует нам вечную славу. Продукция востребована среди людей самых разных профессий и возрастных категорий. Также в нашем магазине представлена экипировка для наших юных спортсменов. Они очень привязаны к нашим национальным колоритам. У нас изначально не предполагалась детская экипировка, но после того, как мы столкнулись с огромным спросом и востребованностью данного направления, мы приняли решение представить также экипировку в детских размерах. Каждая вещь создается с трепетным отношением к истории. Один из самых частых вопросов – почему надписи на одежде выполнены с помощью английского алфавита? Ведь все они на осетинском языке. Это довольно распространенный вопрос. На самом деле это надпись не на английском языке, а на латинице, осетинским алфавитом и осетинским слогом. Когда наши предки ходили в походы, Западная Европа, Восточная Европа, они полмира завоевали, как известный факт, они приносили оттуда частички культуры с собой. Как слышали, так и говорили. А как писать? Если у тебя нет письменности, если у тебя нет алфавита. Вот заимствовали в походах алфавит, как слышали, так и писали. На осетинскую речь складывали вот в подобный слог. Заурбек признается, что Франк для него – это история не про деньги. Хобби стало делом всей его жизни. Поэтому он и дальше будет продолжать делать все возможное, популяризируя культуру и традиции родной республики. Давид Костанов, Михаил Безуглов. События недели, 15-й регион. Это были информационные итоги недели. Больше новостей вы можете найти на сайте 15region.ru, на наших страницах в социальных сетях, а также на нашем YouTube-канале. А я благодарю вас за внимание. До новых встреч!